Здравствуйте, дорогие наши друзья, наши помощники и подписчики. У нас критическая ситуация. Финансовые возможности брать новеньких у нас нет, ее реально нет. Надо лечить и оплачивать передержки и другие манипуляции стареньким, потому что, к сожалению, пристройство по-прежнему стоит. Но мы не можем не дать шанс этим ушастикам. И мы уверены, что вы поддержите нас и в этом спасении. Вдруг у кого-то из вас ёкнет сердечко, и вы расскажете или покажете этих несчастных своим друзьям, знакомым, и они захотят их забрать себе домой. Мы будем вам бесконечно благодарны. А сейчас их жизнь висит на волоске. Нам нужны финансовые кураторы для этих бедолаг. Волонтеров в ППЖ пускают редко, один раз в неделю, на 2 часа. И, конечно же, снять всех у них возможности нет. Но на одном из видео нам случайно попался вот этот мальчишка. Сидит он, видимо, уже давно. Весь покусанный, хромает, на голове рана. Конечно же, он обессилен и не может дать отпор более крепким и здоровым сородичам. У него просто нет сил. А в глазах уже нет огня. Он понимает, что все, участь его предрешена, и смирился. А по опыту мы знаем, что если долго-долго думать, то спасать будет просто некого. Он ранен, и ему очень нужна наша помощь. Его нужно срочно забирать из ППЖ. Друзья, сейчас все зависит от вас, от вашей активности, от участия каждого из вас в спасении. Давайте заберем этого мальчишку и дадим ему шанс на жизнь. Вот такая рыженькая лисичка появилась возле ППЖ. Откуда она взялась? Кто ее привез и бросил в надежде на то, что отлов заберет, нам неизвестно. Но мы точно знаем, мы 100% понимаем, что пока ее не забрал отлов, надо девочку спасать. Она уже и так напугана. Скорее всего, негативный опыт взаимодействия с человеком у нее уже был. Она не хочет подходить к человеку, потому что просто боится. Но девочка абсолютно не агрессивная. Видно, что это просто страх. Присмотритесь к лисичке. Может, у кого-то еще есть возможность и желание помочь в спасении этой рыжей красавицы, пока она не сгинула бесследно. А вот эту кроху подбросили в подъезд. Ей от силы месяц. Видимо, только оторвали от матери, потому что кушать она сама еще толком и не может. И очень сильно пищит, ищет маму. А это, конечно же, совсем не нравится соседям. Уже хотят выставить ее на улицу. А в Якутске еще по ночам мороз. И ей просто не выжить. Если мы ее не заберем, то шансов у малышки нет совсем. Она либо умрет с голода, либо, если попадет в ППЖ, там погибнет от инфекции. Это 100%. Ее нужно срочно забирать. Давайте этой маленькой кнопочке дадим шанс познать все прелести домашней счастливой жизни. Друзья, помогайте. У якутских хвостиков, кроме нас с вами, никого нет. И сейчас им очень нужна ваша помощь. И у нас очередная отказница. Сначала была информация, что у ребенка аллергия, и поэтому ее решили сдать. Потом выяснилось, что в семье 3 детей, и как-то она не очень любит и не очень ладит с этими детьми. Но это уже, конечно, больше похоже на правду. Скорее всего, детям просто не объяснили, что бусинка живая, ее нельзя обижать, нельзя приставать к ней. Ну и, видимо, из-за этого ей приходится защищать себя самой. Ну а если коротко, то она просто стала не нужна. Девочка молоденькая, ей годик, зовут Бусинка. Кто и с кем смешан, мы не знаем, непонятно, но это и не важно. Что с ней могло бы случиться в ППЖ, через сколько дней или даже часов ее бы порвали в общем вольере, страшно даже представить.
Но благодаря нашей надежде девочка уже в безопасности, на передержке. Забирали мы ее срочно, пока не привезли в ППЖ, то есть перехватывали у хозяев. Поэтому собирать финкураторов времени не было. И мы очень просим вас помочь в спасении этой малышки. Бусинке нужны финкураторы. Давайте спасем эту маленькую жизнь. Дорогие наши друзья, только благодаря вашей помощи происходят все эти чудесные спасения. Без вас, скорее всего, этих собачуль бы не было уже и в живых. Но каждое спасение жизни начинается с вложения денег, поэтому нам очень нужна ваша помощь. Помогайте, пожалуйста. Каждый перевод – это чья-то спасенная и счастливая судьба.